Внук Менгли-Гирея и сын Мубарака, хан Девлет-Гирей I, пробыл на престоле целых 27 лет, с 1551 по 77 год. И это все благодаря удачным походам на своих соседей. Девлет-Гирей был полной противоположностью своим мирным предшественникам, таким как Саадет-Гирей. Но эти его качества укрепляли ханский престол ничуть не меньше. В начале правления современники именовали его узурпатором трона, а на склоне лет те же авторы именовали Девлет-Гирея покорителем столицы. Сегодня нам предстоит разобраться в сложных перипетиях правления нового крымского хана. С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. В предыдущей программе мы говорили о том, что Девлет-Гирей прожил в столице Османской империи 19 лет. Это близкое знакомство с миром стамбульских интриг и коррупции поселило в душе крымского государя глубокое недоверие и подозрительность к тем, у кого он гостил. Но что еще важнее, у него появились стамбульские друзья, которые часто уведомляли его о направлениях и переменах курса внешней политики Османской империи. Девлет-Гирей организовал крупную дипломатическую операцию крымцев, связанную с Москвой и Хаджитарханом. Важно сказать о том, что в Москве на престол возвели Ивана IV Грозного, который имел дальновидные планы по завоеванию соседних территорий. И начал Иван IV осуществление своего плана с завоевания Казани. Его поход сложно назвать успешным, однако ему удалось поставить под контроль Волжский водный путь. В 1552 году Иван IV таки вошел в Казань и окончательно овладел землями Казанского ханства. Хаджитарханский хан сразу же вступил в союз с Девлет-Гиреем, чтобы спасти свое государство от участи Казани. Но из-за внутренних расприй и переворота, в котором участвовала Москва, в 1554 году русское войско осадило Хаджитархан. Затем на престол был посажен марионеточный хан. Более того, теперь наследника престола должен был назначать царь. Через 2 года город практически угас. Зато в 15 верстах от него был основан и стал расти московский город-крепость Астрахань. Так история этого ханства прекратила свое течение. Теперь окрепшее Московское царство в который раз обратило свой взор на Крым. Предполагалось попросту применить военную силу для полной ликвидации самостоятельности Крыма, захватив ханство и посадив в Бахчисарае русского воеводу. Этот план обеспокоил не только Крым и Турцию, но даже соседние Польшу и Литву. Московия стала самой агрессивной из соседних к Крыму держав. Она уже заняла территорию площадью 2,8 миллиона километров квадратных, превратившись в крупнейшую после Священной Римской империи по площади державу в Европе. Для Ивана IV образцом монарха и государственного деятеля стал Сулейман Великолепный. Но если Сулейман Великолепный заботился о могуществе своего государства, реформируя его, то Иван IV стремился лишь расширить государственные границы за счет своих соседей. Московский царь не желал вступать в войну с Крымским ханством 1 на 1, поэтому стал искать союзников в лице Литвы и Польши. Но предусмотрительная политика Девлет-Гирея привела к тому, что Польша заняла сторону крымского хана. Московский царь временно удержался от своих планов и ввязался в Ливонскую войну. Но теперь уже Москва захотела мира с крымским ханом, чтобы не воевать на 2 фронта. С этого момента начались крымско-татарские походы на Москву. Девлет-Гирей знал, что рано или поздно Ливонская война закончится, а взоры Москвы обратятся на Крым.
Эти опасения вызвали необычайную воинскую активность хана и его политические инициативы. Пассивная политика Турции, но активная политика Москвы заставили Девлет-Гирея лично возглавить 7 больших походов на московское государство. Безусловно, Девлет-Гирею никто не мог отказать в политической последовательности. Эти походы не перерастали в полномасштабную войну, и предпринимались они лишь в конкретных случаях нарушения поставки в Крым казны. Летом 1569 года новый турецкий султан Селим II решил исполнить давний план своего предшественника – направить экспедицию для строительства канала Волга-Дон. Это было для них решением постоянных конфликтов Турции с Персией. Девлет-Гирей не смог избежать участия в походе. Весной того же года кафинский наместник Касим с 17 тысячами солдат и хан с 50 тысячами всадников отправились в поход. Аномальная жара и неправильные данные про ландшафт стали причиной неудачи этого похода. Кроме того, постоянные набеги донских казаков сильно ослабили могущество войска. Тут же разнеслись слухи, что с севера идет огромное войско русских. Касим хотел зимовать в разрушенном Хаджитархане, но перспектива голодной и холодной зимовки не устраивала крымцев. Девлет-Гирею удалось уговорить Касима вернуться в Крым. Обратный путь занял 27 дней и стоил огромных жертв. Так Астраханский поход закончился в ничью, но противостояние Бахчисарая и Москвы не закончилось. Девлет-Гирей верил, что сможет заключить выгодный мир с Москвой, но так и не дождался взаимных стремлений. Наконец, весной 1571 года хан собрал 120-тысячное войско и снова двинулся на Москву. Едва ханское войско переправилось через Оку, царь отошел к Москве, а потом и вовсе бежал, оставив столицу. Девлет подошел к уже пылающей Москве. Каменный Кремль мог вместить десятки тысяч русских, но бояре заперли ворота. Охваченный паникой народ кинулся к северным воротам города. Люди давили друг друга в попытке попасть в крепость. Девлет собрал в окрестностях 150 тысяч полону и повернул назад, а царю оставил грамоту. Великий князь должен был выполнить поставленные ханом условия – уступить Астрахань и заплатить дань. Иван IV не спешил выполнять условия перемирия. Он признавал верховенство хана, бил ему челом, но возвращать захваченные Астрахань и Казань не собирался. Для него потеря сотен тысяч подданных значила меньше, чем взятые малой кровью мусульманские города на Волге. На следующий 1572 год хан отправился на север, чтобы добиться силой всего, чего требовал. Войско опять подошло к Москве. Царь снова бежал в Новгород. Девлет-Гирей погнался за ним. Однако по пути произошло несколько сражений, в которых ряды крымской армии значительно поредели. Хану пришлось повернуть на юг. После этого бесславного похода хан прожил всего 5 лет. В июне 1577 года он умер от чумы и был похоронен на кладбище дворца, который выстроил его предшественник в Бахчисарае. В результате его длительного правления Девлет-Гирею удалось не только возобновить бесперебойное поступление дани от устрашенной Москвы, он усилил политическую активность Крыма и добился равноправия в совместных с Портой военных и дипломатических акциях. Еще ни один крымский хан не приближался настолько к образу великого правителя прошлого. Жители соседних юртов сами звали Девлет-Гирея восстановить власть на берегах Волги, а главный соперник в борьбе за ордынское наследство – Москва, та самая Москва, что еще недавно угрожала существованию великого юрта, лежала в руинах.